Завтра Осетия простится с Сосланом Андиевым. Двукратный олимпийский чемпион скончался накануне в одной из столичных клиник. Ему было 66 лет. Церемония прощания с Сосланом Петровичем Андиевым пройдет в Осетинском театре, а похоронят прославленного спортсмена рядом с родителями на Гизельском кладбище. О легенде осетинского спорта репортаж Анны Джикаевой. Сослана Петровича назвали самым интеллигентным тяжеловесом в вольной борьбе. Про него говорили: на ковре он плетет кружева, из петель которых его соперники уже не могут выбраться. Для Осетии Андиев не просто кумир, он символ целой спортивной эпохи. Это уникальная личность. Это из тех личностей, которые относятся к цвету нации. Потому что он в себе аккумулировал удивительно такие, прекрасные, самые прекрасные человеческие качества. Родился двукратный олимпийский чемпион во Владикавказе 21 апреля 1952 года. Папа осетин, мама кубанская казачка. Сослан был младшим в семье Андиевых. Друзья и родственники уверяют, мальчик не мог не стать спортсменом. Отец Петр Ахметович увлекался гирьевым спортом и борьбой, а старшие братья Геннадий и Сергей были вольниками. Они несколько раз становились чемпионами РСФСР. Мощнейшие были команды, великолепные борцы во всех союзных республиках и даже в самой России. И поэтому то, что удалось Сослану сделать в спорте, это, конечно же, это просто гордость наша. В 12 лет старший брат привел Сослана в зал к одному из основателей школы вольной борьбы Асламбеку Цгоеву. Уже спустя 5 лет в Соединенных Штатах Андиев становится чемпионом мира среди юношей. Старший брат в его спортивной карьере и судьбе сыграл ключевую роль. Он был близким по духу человеком, спарринг-партнером и наставником. А это уникальная фотография. Она снята в 1971 году на чемпионате РСФСР. На пьедестале только братья Андиевы. На этих соревнованиях они завоевали все медали. Превзойти это уникальное достижение еще никому не удалось. Но, пожалуй, самым ярким событием не только в карьере Андиева, но и в истории спорта республики можно назвать победу на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году. Сослан стал первым олимпийским чемпионом из Северной Осетии. Вы знаете, даже его соперники, те, которые ему проигрывали и, наверное, хотели, чтобы он один раз споткнулся, они его уважали. 4 года спустя на московском ковре он выигрывает свою вторую золотую олимпийскую медаль. Возможно, и третья медаль была бы завоевана Сосланом Андиевым. Но в следующих играх, которые проходили в Лос-Анджелесе, советские атлеты уже не участвовали. Сослан Петрович Андиев внес огромный вклад в развитие спорта. Он возглавлял сборную СССР по вольной борьбе, был президентом футбольного клуба «Алания», а также в течение 18 лет занимал должность председателя комитета по физической культуре и спорту Северной Осетии. В сложный для региона финансовые периоды ему удалось не только сохранить несколько детско-юношеских школ, но и построить новые. Мы все с детства на него равнялись, а самое главное, его человеческие качества. Я никогда не видел, чтобы Сослан Петрович на кого-то косо посмотрел или был на кого-то просто в обиде. Этот человек был добрейшей души. И самое главное, это большая потеря для нашей республики, большая потеря для истории борьбы и в целом для нашего вида спорта. Ежегодно в Северной Осетии проходит турнир по вольной борьбе на призы Сослана Андиева. Без его участия не проходили ни одни состязания. Он всегда был самым главным болельщиком. Этот год стал исключением. Его здесь не было. Пока на ковре вольники боролись за пальму первенства, за жизнь Сослана Петровича боролись столичные врачи. Несмотря на все усилия, справиться с болезнью им так и не удалось. Анна Джикаева, Владислав Туаев. Новости Осетии.